На территории Мирнинского ГОКа проводятся работы по мониторингу воздействия комбината на состояние экосистемы. Экологическая служба ГОКа были приглашены сотрудники Института прикладной экологии Севера и Северо-Восточного федерального университета. На маршруте по оценке флоры и почвы побывала съемочная группа наших коллег. Лиственница как лиственница, брусника как брусника. Ботаник Саргалана Паисеева, член экспедиции Института прикладной экологии Севера, тщательно записывает, что растет на территории подконтрольной Мирнинскому ГОКу. Цель – обратить внимание на новые виды растительности, появившиеся в результате деятельности комбината. С точки зрения ботаники мы смотрим, насколько типична данная растительность для данного региона, для зоны. И отмечаем все виды растительности, какие находятся на данной территории. И при этом, естественно, отмечаем привнос каких-либо сорных антропогенных видов рудоральных. Все растения, описанные на этой точке, типичны для данной зоны. Ничего необычного нет. Точек отбора не меньше 100. Петр Данилов показывает органогенный горизонт. По нему определяет плодородность почвы и ее экологическое состояние. Отбор всех видов проб производится с обязательной привязкой к карте. Позже по собранным данным будет построена общая картина ситуации. Оценку водных ресурсов проводят ихтиологи. Обычным ведром зачерпывает воду из ручья и фильтрует ее особым образом. Так отбирает зоопланктон. В этом маршруте степень воздействия алмазодобывающего производства предприятия на окружающую среду оценивает Мирнинский ГОК. Мониторинг и наблюдение в себя включают разные среды. Это такая обширная сфера, которой занимается постоянно предприятие. Это мониторинг за недрами, подземными водами, поверхностными водами, атмосферным воздухом, то есть за размещением отходов. То есть, и вот отдельно у нас выделен как раз мониторинг комплексный для того, чтобы можно было оценить результаты, степень воздействия на окружающую среду. Это с привлечением как раз научно-исследовательских институтов. На вопрос, может ли повлиять ГОК на результаты исследований, ученые резко отвечают «нет». Собственно, договор с ними заключался, чтобы иметь реальную картину состояния окружающей среды. И если данные окажутся настораживающими, вовремя принять меры. В этом заинтересованы все – руководство ГОКа, руководство Алроса, республика и обычные люди, проживающие на территориях, где ведет работы Мирнинский ГОК.